Смотрите в выпуске. Крым вошел в десятку худших стран, где нет свободной прессы. Если свобода прессы не будет в безопасности, значит, ни одна из свобод не будет гарантирована. $1,5 миллиарда Януковича перечислены на счет госбюджета. Ці гроші були вкрадені в народу України. Киев готовится к Евровидению 2017. – 28 апреля, 1156-й день аннексии Крыма. Время новостей на АТР. Добрый вечер. Россия непокорных крымских татар пытается подавить, тем самым хочет запугать и вытеснить коренной народ с родины. Так глава Меджлиса Рифат Чубаров прокомментировал арест Руслана Зейтулаева. 26 апреля Северокавказский окружной военный суд России приговорил крымского татарина Руслана Зейтулаева к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации Севастопольского отделения Хизбут-Тахрир, которое в России считается террористической. Руслан Зейтулаев очень четко разделяет, где есть добро и где есть зло, где есть закон и где есть бесправие. И такие люди, конечно, представляют опасность для путиновского режима. В наших дальнейших действиях судьба Руслана Зейтулаева, Ахтема Чайгоза, Ильми Умерова, Миколы Семены и еще десятков крымских татар, они все будут стоять во главе всех наших требований. $1,5 миллиарда Януковича перечислены на счет госбюджета. Суд последней инстанции позволил конфисковать арестованные деньги, принадлежащие окружению екс-президента Віктора Януковича. Гроші були вкрадені в народу України. Сьогодні була натиснута кнопка. І гроші з заблокованих рахунків зараховані на рахунок державного казначейства. І першим пріоритетом використання цих грошей буде відновлення боєздатності українського війська. Президент Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время на счетах бывших украинских чиновников, которые выехали за границу, заблокируют миллиарды гривен. В оккупированном Крыму осталось 28 классов с обучением на украинском языке. Крымская правозащитная группа провела мониторинг ситуации с доступом к образованию на украинском. Результаты передали в Международный суд ООН как часть доказательной базы иска «Украина против России» о нарушении России Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Автономной Республике Крым. Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Крым занял 4-е место с конца в списке свободы прессы, согласно рейтингу международной организации Freedom House. Оккупированный полуостров занимает место в десятке худших из 66 стран, где нет свободной прессы. Меньше свободы слова, чем в Крыму, только в Северной Корее, Туркменистане и Узбекистане. Отчет другой международной организации «Репортеры без границ» отмечает ухудшение ситуации со свободой прессы. То, что уровень демократии достигает критической точки, настораживает. Если свобода прессы не будет в безопасности, значит, ни одна из свобод не будет гарантирована. Свобода СМИ проигрывает всякий раз, когда авторитарный режим торжествует. Как это происходит в Польше, Венгрии, Турции, России. Свобода прессы никогда не была под такой угрозой. Новую дамбу открывают на Северо-Крымском канале возле временной админграницы с Крымом. Украина перекрыла подачу воды на полуостров в 2014 году после аннексии Крыма России. Однако без воды остался и Каланчакский район Херсонской области. Тогда фермеры столкнулись с проблемой орошения полей. Жители Каланчака в 2014-м построили дамбу из мешков за свой счет. И 3-й год пытаются приспособиться. Садили все, бо це ж балакали, то електроенергії не хвататиме, то води не хвататиме. Ой, посадили небагато, 450 вроді би. Да. Привозився спочатку пісок, потім вже піска не хватало, брали глину, вон там, якщо вам видно. Набирали ці мішки в бігбеги, ложили і трамбували, Плюс ще працювали тут і водолази. Тому що внизу йде труба аварійна, вдруг що, да, щоб можна було збросити воду. Спеціальна ткань була куплена, яка не дає воді розмивати. І ця ткань, от видно, да, і вона аж на дну там водолази її прикріпляли. Не було б сої, не було б кукурудзи, не було б рису, а вирощували тільки ячмінь, пшениця. Ну що в нас там ще? Ячмінь, пшениця, ярова.
і жито. Льон засухоустойчиво. А всі б, в принципі, 2-3 культури ми змогли б тоді вирощувати. А зараз у нас около десь 8 культур. Первого этапа строительства данного сооружения позволит нам выдержать уровенный режим в необходимом контексте, при этом обеспечить бесперебойную работу на площади порядка 30 тысяч гектар для сельхозпроизводителей, в смысле орошения, и также дополнительно даст возможность заполнить Перекопский канал, часть Перекопского канала со стороны Северокрымского канала, что дополнительно даст около 7 тысяч гектар. В Германии введут частичный запрет на ношение никаба. Бундестаг, члены Нижней палаты парламента, одобрили законопроект, запрещающий госслужащим, судьям и военным в рабочее время ношение одежды, полностью закрывающей лицо, никаба или паранджи. BBC сообщает, что правые партии призвали к полному запрету ношения никабов в общественных местах, по примеру Франции и других стран. Движение по центральной улице Киева Крещатик перекрыто. Ведутся работы по монтажу Еврогородка. Это фан-зона в 13 тысяч квадратных метров. Она должна быть готова к 4 мая. Чем живет украинская столица накануне Евровидения 2017? Далее в сюжете. Это Крещатик. Уже через пару дней в Киев приедут тысячи гостей из Европы. Главная улица страны перекрыта. Вообще не понимаю, кому это надо. Не проехать, не пройти. Пробки действительно просто достали. Но и что хочу сказать, видите, у нас, к сожалению, Евровидение, это как в армии. Покрасить все в зеленый цвет, даже листочки. То нормально, в принципе, на 5. Все добре. А вот это вот перекроют ради чего? Мне бы хотелось, чтобы пробок было поменьше. На левом берегу продолжается ремонт дорог. Мне некогда, мы работаем без выходных уже месяц. А это Международный выставочный центр. Полуфинал и финал конкурса будет проходить здесь. Можно потерпеть. Если все это делается, по крайней мере, здесь точечно уже хорошо. Не мешает, только рабочие, вот эти вот пыль. Тут было пару дней назад стояла, а сейчас уже получше немножко. Евровидение 2017 пройдет в Киеве с 7 по 13 мая. Яна Лукашова, Диана Аргинская, Ислям Пинка, Заман, АТР. Ночью вооруженные террористы взорвали легковую машину, захватили заложников и забаррикадировались в Международном выставочном центре в Киеве. Так СБУ готовится к Евровидению. Служба безопасности провела тактико-специальные учения на базе центра, где в мае пройдут 2 полуфинала и финал песенного конкурса. В частности, спецназовцы отработали приемы задержания террористов и освобождения заложников. Медики оказали помощь ненастоящим раненым. Взрывотехническая оперативная группа обезвредила бомбу, которую якобы нашли в здании. Накануне Евровидения 2017 в сети появился новый промо-ролик. На видео есть кадры временно оккупированного Крыма. На этом пока все. Смотрите следующий выпуск новостей на украинском языке в 20:00. Через несколько минут эфир телеканала АТР продолжит программа «Бугун». Хорошего вечера. Будьте с нами.